Спасибо большое. РИА Новости, Елена Глушакова. Вы сказали, что вы юрист, упомянули, поэтому первая часть моего вопроса, она юридическая, Владимир Владимирович, она связана с Конституцией. Вот как вы считаете, не назрели ли изменения в Конституцию? Такие вопросы периодически поднимаются, и вот недавно такая же дискуссия состоялась. Если назрели, то в какой части? И довольны ли вы теми изменениями, которые были сделаны 10 лет назад по как раз изменению некоторых статей нашего основного закона? А вторая часть вопроса, если можно, она политическая, она по поводу политической системы нашей страны. Вот через несколько дней исполняется 20 лет, как вы у руля. Как вы считаете, нет ли, опять же, необходимости внести какие-либо в нее изменения? То есть, возможно, допустим, перераспределить полномочия парламента или правительства, или даже президента. И, если можно, заключительное, то как вы считаете, у нас есть в России политическая конкуренция? Что? Есть ли у нас в России политическая конкуренция? Спасибо. Значит, что касается Конституции, это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этот счет идут, я их вижу, слышу. Можно... Я понимаю, логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным как раз расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей такой подготовки и дискуссии такой глубокой в обществе. Но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, только связаны с количественным сроком. Да. Но что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». Вот у нас 2 срока подряд, ваш покорный слуга 2 срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не 2 срока подряд. Но она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Но можно было бы ее отменить, наверное. Но есть какие-то другие вопросы, но они уже более вкусовой носят характер. Повторяю еще раз, полномочия парламента, да, я понимаю политические партии, которые хотят, и особенно парламентские партии, которые считают, что наш уровень развития парламентаризма и общества таков, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции, либо нести большую ответственность. Над этим нужно просто как следует подумать. Что касается конкуренции политической, у нас зарегистрировано 54 партии, 4 из них находятся, по-моему, в состоянии ликвидации, но 50 – это уже нормально. 12 из них действуют на федеральном уровне. Я считаю, что это вполне соответствует требованиям, связанным с политической конкуренцией. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.